Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. И я его ведущая Нала Ковя. Сегодня в программе. В селе Бармыч прошла торжественная церемония передачи школьного автобуса, подаренного Санкт-Петербургом. В Сухуме прошла совместная проверка Министерства экономики и Госавтоинспекции. В Абхазском государственном университете прошла школьная международная биологическая конференция для учащихся 7-11 классов. Бадра Гунба принял назначенного посла Российской Федерации в Республике Абхазия Вячеслава Гладкова. Стороны обсудили актуальные вопросы абхазо-российского сотрудничества, а также перспективы дальнейшего укрепления союзнических отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. В ближайшие дни состоится официальная церемония вручения Вячеславом Гладковым верительных грамот президенту Республики Абхазия Бадре Гунба. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 26 июня 2026 года Вячеслав Гладков назначен послом России в Абхазии. 10 студентов Сухумского государственного колледжа пройдут курсы повышения квалификации по программе «Кондитер базовый» в Институте гастрономии СФУ в Красноярске с 20 июля по 1 августа. Финансовую поддержку, связанную с их проездом и проживанием, окажет правительство Абхазии. Вице-премьеры Вараздат Минасян и Майя Цибулевская обсудили с представителями профильных ведомств программу дополнительного профессионального образования для специалистов гастрономической сферы, реализуемую на базе Института гастрономии Сибирского федерального университета в Красноярске. Реализация проекта стала возможной благодаря договоренностям президента Абхазии Бадры Гунба с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко и губернатором Красноярского края Михаилом Катюковым. Управление Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции проверило, как исполняются решения Кабмина о выделении земель в прибрежной зоне. Проверка показала, что местные органы власти не полностью выполняют свои обязанности по контролю за земельными отношениями. Нарушаются сроки согласования проектов строительства и заключения договоров аренды, а также контроль за исполнением распоряжений Кабмина и охраной особо ценных земель. Контроль со стороны госуправления по землепользованию и госуправления по архитектуре осуществляется недостаточно эффективно и не соответствует полномочиям, установленным Кабмином. Генпрокуратура предложила Кабмину утвердить новые нормативно-правовые акты для улучшения регулирования земельных отношений и контроля за исполнением прибрежных земель. В связи с выявленными нарушениями генеральный прокурор Адгур Агарба направил представление премьер-министру. В селе Бармыч прошла торжественная церемония передачи школьного автобуса, подаренного Санкт-Петербургом. Ранее глава села обратился к президенту Бадре Гунба с просьбой о выделении транспорта для детей. Дело в том, что в селе Бармыч нет школы, и дети учатся в Бзыбской первой школе. Старый автобус, который использовался для перевозки школьников, пришел в негодность. Теперь проблема с транспортом решена. В церемонии передачи автобуса приняли участие министр просвещения Хана Гунба, глава администрации Гудаутского района Астамур Аргун, заведующий отделом образования Гудаутского района Адам Архаразия, жители села, школьники. Хочется поблагодарить губернатора Санкт-Петербурга за такой подарок селу Бармыч. Я хочу отметить, что с этого села на сегодняшний день 18 школьников ездят в Бзыбскую первую школу. Также хочется отметить, что есть дошкольного возраста дети из этого села, которые ходят в детские сады поселка Бзыбта. Безусловно, я должна отметить, что здесь рядышком на территории Гудаутского района есть замечательная сельская адхарская школа. Здесь прекрасный педагогический состав, но из-за отсутствия в данном селе школы мы вынуждены обеспечивать подвоз детей в другие школы. Также мне хочется подчеркнуть, что сельские дети ничем не уступают в успеваемости по общеобразовательным стандартам. Мы это видим и по результатам учебного года, по количеству медалистов. Я с гордостью хочу отметить, что одна из 5 медалисток
этого учебного года. Это девочка, выпускница Бзыбской первой школы. Она живет в этом селе, в селе Бармач, Бения Валерия, которой мы гордимся. Это еще раз подчеркивает и говорит о том, что в сельских школах, в селе можно получить качественное образование. В текущем году 5 автобусов было передано по линии гуманитарной помощи школам. Это Махадырская школа получила в помощь автобус школьный, это Абгархукская школа получила, это Куланровская школа получила. Также вам известно, что в течение 2025 года 42 школьных автобуса получили наши общеобразовательные учреждения. Безусловно, это большая помощь и большая поддержка образовательной системе, за что мы хотим выразить благодарность главе государства. В Сухуми прошла совместная проверка Министерства экономики и госавтоинспекции. Специалисты решили посмотреть, насколько комфортно и безопасно организована работа коммерческого общественного транспорта, маршруток и автобусов. К сожалению, без замечаний не обошлось. У некоторых водителей отсутствовали необходимые документы, а где-то стоимость проезда оказалась выше установленной. Какие меры принимаются, чтобы поездки стали комфортнее, и что делать пассажирам, если возникли вопросы по стоимости билета, расскажем в нашем репортаже. Управление ГАИ, спецрота лейтенант. Документы ваши. Очередной рейс для этого водителя маршрутки начался не с отправления по графику, а с детальной проверки документов. На привокзальной площади в Сухуме совместный рейд Минэкономики, ГАИ и ОБЭП. Под пристальным вниманием каждый автобус и микроавтобус. И первые нарушители попадаются практически сразу. Водитель управляет автобусом без водительского удостоверения. Мы сейчас пробуем у него по факту они есть или он просто где-то забыл. По его словам, судя со слов, он их оставил в другой машине. Отсутствие лицензии и карточек учета – проблема распространенная. Однако чаще всего жители и туристы жалуются на необоснованное завышение цен. Игнорируя официальные тарифы, некоторые водители устанавливают собственные расценки. Если раньше проезд в городских маршрутках стоил 40 рублей, то теперь почти все водители самовольно требуют 50. 50 рублей. 150, 100 даст, 140 даст, ничего не говорит. Выявлено завышение стоимости, в частности на внутригородских, на междугородних маршрутах. Выявлены нарушения в том числе по соблюдению лицензионного законодательства. Это отсутствие карточек учета водителя транспортного средства. Сами водители оправдывают завышение тарифов ростом цен на топливо и запчасти. В правительстве эту проблему понимают. Сейчас на рассмотрении Кабинета министров находится законопроект о пересмотре тарифов на пассажирские перевозки. Вместе с тем хочется отметить также, что в настоящее время в правительстве находится проект. Значит, если правительство поддержит, то соответствующие цены на проезды будут пересмотрены. То есть действительно значительное увеличение стоимости дизельного топлива, и в настоящий момент правительство занимается вопросом пересмотра этих тарифов. Однако пока документ не принят и новые цены не утверждены законом, любые попытки брать с людей больше положенного – это правонарушение. Коллеги выписывают штрафы в зависимости от нарушения. Если это завышение стоимости, то гражданам на месте должны компенсироваться, значит, это разница, которую они переплатили. Плюс на автотранспортное предприятие будет выписан штраф. А в отношении отсутствия лицензии выписывается штраф за незаконное предпринимательство. Рейдовые мероприятия с участием сотрудников Министерства экономики, ОБЭП и госавтоинспекции отныне будут проводиться на регулярной основе. Причем не только в столице, но и по всей республике. Гугуца Вардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Государственном внебюджетном фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии прошла встреча с матерями и вдовами погибших в СВО из Дагестана. Приезд гостей организован в рамках проекта «Сохраняя в памяти», который реализует движение матери Абхазии за мир и социальную справедливость. Проект поддержан Российским фондом президентских грантов в рамках грантового конкурса «Созидатели». Репортаж Зины Ханагуа.
В их глазах безмолвная невыносимая боль, которую не выразить словами. Матери и вдовы, потерявшие самых дорогих людей в СВО, приехали из Дагестана в Абхазию уже во второй раз. Их сердца говорят на одном языке с абхазскими матерями. Горе не знает границ, а память о сыновьях и мужьях, вставших на защиту Родины, объединяет крепче любых слов. Фонд инвалидов нас познакомил с выдающимися, знаменательными, что ли, женщинами дагестанскими, крепкими, стойкими, чьи мужья и дети сражались и сражаются сейчас на специальной военной операции и защищают наш общий мир, наши ценности, где вместе с вами, с вашими соотечественниками воюют и наши абхазские бойцы и воины. Поэтому боль ваша нам близка. Знакомство, которое произошло в Фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии с вами, вот эта дружба продолжается. Это очень важно, что вы захотели и продолжать, что ли, с нами общаться, встречаться, перенимать этот опыт. К сожалению, горький опыт. Неважно, 10 сыновей или одного сына отправляешь, у мамы разницы нет. Но спустя годы я понял, что не мы войну выиграли, а выиграли войну нашей мамы, которые даже секунду не задумались и даже одно слово не сказали, может, подождете там или что-то изменится. Нет, они с первых дней сказали нам, если надо умирать за Родину, значит, надо защищать. И я уверен, что каждый из вас так воспитал сына, который отдали жизнь или защищают сегодня, что да, мы мужчины, мы обязаны защитить, но это благодаря вас, мама. Что такое потерять своего ребенка? Всю полноту этого груза и боли не поймет никто, кроме мамы, отметил Аляс Авицба. Герой нашего времени, участник СВО, подчеркнул, что ему посчастливилось находиться в одном окопе, в одном блиндаже с ребятами из Дагестана. Вы знаете, там зародилось какое-то братство сильнее всего на свете. Сильнее любых политических или иных каких-то катаклизмов, потрясений, разногласий и тому подобное. Наши старшие братья, те, которые вкладывали в нас, каким должен быть воин, но это была теория. Мы всю эту полноту не могли понять, пока сами в руки оружие не взяли. Сейчас, видя каждого ветерана, я, знаете, с дрожью просто сейчас у меня мурашки по всему телу. Хочется обнять каждого из вас. И хочется каждому из вас в ноги поклониться и сказать огромное вам спасибо. В рамках пребывания делегации запланированы экскурсии, посещение памятных мест, встречи, а также мероприятия, посвященные сохранению памяти и поддержке семей героев. Председатель организации «Сила в единстве» Патимат Пайзулаева поблагодарила за приглашение и подчеркнула значимость визита. Гости поделились впечатлениями. Для меня большая честь. Они, несмотря на вас, учатся жить. Вы даете им очень дельные советы и как пережить эту боль. И, конечно, такие встречи очень важны нам, важны нашим женщинам. К сожалению, нас очень много. Вы, как видите, мы на этот раз привезли уже других матерей и погибших ребят, вдов. Конечно, очень многие хотели, желали, пишут, спрашивают, как проходит ваша встреча. Вам огромное спасибо за вашу теплоту. На самом деле вот здесь так тепло, прям как у себя дома. За ваше дружелюбие, за ваше гостеприимство огромное вам спасибо. И большой привет от дагестанского народа, от дагестанских матерей, жен. Я читала много о Сухолпе. И мне вот интересно стало, как только я начала изучать какую-то часть истории, и тут же я вот там оказываюсь. И вот пусть мы все матери, жены, мы понимаем, что вот в трудные времена рождают сильных людей. И вот когда мы с вами общаемся, делимся нашими не только хорошими событиями, да, мы друг друге, даже если мы ничем не можем физически помочь, слово, оно всегда согревает, и во все времена, и в хорошие времена.
и в не очень хорошие времена. Цель мероприятия – оказать психологическую поддержку матерям из Дагестана и передать им опыт общественной и социальной работы, накопленный движением «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». В знак признательности гости вручили грамоты и памятные подарки председателю движения Гули Кичба и председателю Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Дмитрию Тарпа. Шазина Ханагуа, Раму Камге, Абхазское телевидение. В Абхазском государственном университете прошла школьная международная биологическая конференция для учащихся 7-11 классов. Прозвучали интересные доклады, посвященные актуальным темам биохимии, экологии, растений и зоологии. Участники получили уникальную возможность углубить свои знания и обменяться опытом с единомышленниками, что сделало конференцию ярким событием в жизни школьников. Подробности в репортаже Миланы Агарба. Школьная международная биологическая конференция завершила 8-дневный лагерь, в котором приняли участие как абхазские, так и российские школьники. На протяжении 8 дней ребята исследовали различные аспекты биологии, включая ботанику, зоологию и биохимию, а также проводили эксперименты и отбирали пробы. Конференция стала итоговым мероприятием, на котором участники имели возможность представить результаты своих исследований. 2 года назад мы проводили подобный формат для абхазских ребят. На тот момент мы собрали порядка 30 абхазских школьников с разных районов. У нас тоже успешно прошла конференция в Абхазском государственном университете. И вот в этом году мы решили повторить опыт конференции. Мы плотно все эти годы сотрудничаем с АГУ, с факультетом биологии и биомедицины. Очень большие благодарности, конечно, выражаем, потому что коллеги очень понимают ценность и развития науки, и привлечения школьников к научной деятельности. И вот наша задача как раз знакомить ребят с академической работой, знакомить ребят с обработкой литературы, сбором данных. То есть у нас есть практикумы на курсах в каждом из них. И, соответственно, мы, кроме того, что ребята узнают что-то, они еще и, вот, по сути, продуцируют, да, делают свои первые научно-исследовательские работы. Гостем мероприятия стала вице-премьер Майя Цибулевская, выпускница АГУ и биолог по профессии. Она подчеркнула, что наукой можно заниматься в любое время и в любом месте. Наука, она такая подруга, которая всегда вам будет улыбаться, потому что вы готовы дружить с ней. И глядя на эти стены, которые сами говорят за себя, очень приятно видеть такое большое количество работ по зоологии, по биохимии, в частности по экологии растений. Это все те дисциплины, которые на сегодняшний момент являются ведущими. И не зря биологию называют королевой наук, королевой естественных наук, потому что за биологией будущее. Это наука 21 века. Лариса Абухба, декан факультета биологии и биомедицины, рассказала, как появилась идея создания совместного научного лагеря для абхазских и российских школьников. Когда я узнала о его существовании, о том, что он проводится, для меня стало такой не то чтобы заветной мечтой, но целью, чтобы он стал совместным для абхазских и российских школьников. При первой же встрече, Никита, мы с вами это обсуждали. Но получилось не сразу. Сначала случился в позапрошлом году лагерь отдельный для школьников абхазских. И была подобная конференция. Это было очень интересно. И очень многие дети загорелись и выбрали область своей дальнейшей деятельности все-таки в области биологии. Сегодня наши школьники объединены одной общей целью, одной общей любовью к науке и целью ее познать. Я благодарна всем педагогам, которые с такой искренностью, с такой самоотдачей относились к этим занятиям. Амилия Ашуба выступила с докладом на тему методы разделения нуклеиновых кислот, где она подробно рассказала о современных подходах и технологиях, используемых в молекулярной биологии. А Настя Понина представила доклад о крахмале и его роли в жизни растений, подчеркнув важность этого полисахарида как источника энергии и структурного компонента. Основными методами разделения являются изопекническое цитрофагирование и гель-электрофорез. ДНК и РНК имеют определенные физико-химические свойства, которые позволяют разделять их лабораторными методами. Благодаря наличию фосфатных групп нуклеиновые кислоты имеют отрицательный заряд. Также молекулы могут отличаться по размеру, форме и плотности, что позволяет разделить их при их разделении. Моя задача понять, зачем нужен крахмал растению, как он
вообще, что такое крахмал и как он влияет на растения. Провести эксперимент, чтобы убедиться, содержится ли он вообще в растениях. Конференция состоит из двух блоков. Первый блок – пленарная сессия, на которой прозвучало 6 докладов с презентациями, а второй – постерная сессия, где школьники представили свои постеры. Основные цели этого проекта заключаются в развитии биологических знаний, формировании навыков академической работы и межкультурном обмене. Милана Агарба, Заур Лиев, Абхазское телевидение. В Новый Афон привезут специализированное оборудование для расчистки городских прудов. По поручению президента было инициировано детальное изучение проблематики заиливания и загрязнения водоемов, которые являются одной из главных достопримечательностей и зон отдыха для туристов и местных жителей. Основой для предстоящих работ станет плавучий земснаряд. Технику заказали специально для решения задач по очистке водоемов в Новом Афоне. Новый агрегат позволит эффективно очистить дно прудов от накопившихся иловых отложений. Проблема, связанная с ухудшением экосистемы в новоафонских прудах, связана с различными факторами. В первую очередь это поднятие температуры воды в летний период. В связи с этим необходимо будет принять меры по расчистке канала, по которому поступает вода в пруды. Вторым фактором является зараженность почвы и заиленность ее, в связи с чем элладеи подвергаются гниению и распадаются, и весь этот процесс гниения отображается на поверхности воды. Совместно с экологами мы проводили консультации, пришли к выводу, что обслуживание озера необходимо проводить на постоянной основе. Ввиду этого совместно с предпринимателями города Новый Афон были собраны средства на приобретение специализированного оборудования, которое позволяет осуществлять очистку дна, а также есть ряд других насадок, которые позволяют расчищать не только иловые отложения, но и осуществлять дробление и откачивание загрязненной почвы. Эти меры позволят существенно улучшить экосистему в целом в озере. И в ближайшее время, в соответствии с контрактом поставки, оборудование прибудет в Республику Абхазия. По контракту, полное изготовление мини-земснаряда предусмотрено на 28 июля, после чего будет осуществляться доставка на территорию Республики Абхазия. В Абхазии открылся 8-й фестиваль Гранд Опера Гала. Начало фестиваля было ознаменовано исполнением гимна Республики Абхазия на органе в исполнении народного артиста республики Луки Гаделия. Старт программе дал немецкий реквием Йоганнеса Брамса в исполнении Ростовского академического симфонического оркестра, хора и ведущих солистов России и Абхазии. Впереди зрителей ждут еще 2 события фестиваля. 16 июля в 19 часов на сцене Русдрама состоится показ оперы «Кармен» в постановке главного режиссера Севастопольского государственного театра оперы и балета Лейсан Сафургуловой. 20 июля в 20 часов в концертном зале Пицунского храма пройдет торжественное закрытие фестиваля. В программе концерт испанских и итальянских песен с участием Луки Гаделия, Анны Половниковой, Аркадия Резника, а также солистов Зарины Абаевой и Саида Габещия. И в завершении выпуска о погоде. В среду, 15 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, высокий индекс ультрафиолета. Температура воздуха ночью 16-21, днем 21-26 градусов. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.